Уважаемые коллеги, прошу рассаживаться. Бурлун Дона Йортес. Добрый день, уважаемые коллеги и приглашенные. На сегодняшнем заседании из 29 депутатов присутствует 26. По уважительной причине отсутствуют 3 депутата. Кворум для проведения заседания имеется. Первое заседание 9-й сессии Государственного совета Республики Коми 5-го созыва объявляю открытым. Уважаемые коллеги, в сегодняшнем заседании Государственного совета Республики Коми принимают участие глава Республики Коми Газер Вячеслав Михайлович, председатель правительства Республики Коми Токмаков Владимир Алексеевич, члены Совета Федерации Жилин Валерий Васильевич, Торлопов Владимир Александрович, депутат Государственной Думы Поневежский Владимир Александрович, председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа Мяндин Анатолий Васильевич, члены правительства Республики Коми, руководители государственных органов Республики Коми, руководители прокуратуры, судов, территориальных структур федеральных органов государственной власти на территории Республики Коми, руководители органов местного самоуправления в Республике Коми, руководители общественных организаций Республики Коми, руководители национально-культурных автономий и религиозных конфессий, представители культуры, образования, спорта и науки, представители бизнеса, представители общественных советов при органах исполнительной власти Республики Коми. Уважаемые депутаты, переходим к проекту повестки дня сегодняшнего заседания. Ставится на голосование предложение о принятии проекта повестки дня первого заседания 9-й сессии Государственного совета Республики Коми 5-го созыва за основу с учетом перечня дополнительных вопросов. Прошу голосовать. Решение принято. Уважаемые депутаты, какие будут предложения к проекту повестки дня?
Все, предложение не поступило. Уважаемые депутаты, по предложению инициатора проекта предлагается вопрос номер 10 исключить из проекта повестки дня и перенести его для рассмотрения на следующем заседании. Ставлю на голосование данное предложение. Решение принято. Ставится на голосование предложение о принятии повестки дня в целом. Решение принято. Уважаемые коллеги, начнем с приятного. 6 февраля текущего года исполнилось 20 лет со дня проведения первого заседания Государственного совета Республики Коми. Я хочу вас всех поздравить с этой датой, пожелать вам всем крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, новых свершений на благо нашей республики и ее жителей. Уважаемые депутаты и приглашенные, на сегодняшнем заседании, помимо рассмотрения текущих вопросов, предусмотрен доклад главы Республики Коми о результатах деятельности правительства Республики Коми за 2014 год. Поэтому предлагаю установить особый порядок проведения данного заседания. Вначале предлагается заслушать доклад главы Республики Коми о результатах деятельности правительства Республики Коми за 2014 год и принять постановление Государственного совета по отчету главы Республики Коми. Затем сделать перерыв на 20 минут и после перерыва рассмотреть текущие вопросы повестки дня заседания. Уважаемые коллеги, если нет возражений, предлагаю проголосовать за данный порядок. Решение принято. Уважаемые депутаты, переходим к докладу. Напоминаю, что в соответствии с регламентом Государственного совета обсуждение доклада не проводится. Вопросы главе Республики Коми по докладу не задаются. Слово для доклада о результатах деятельности правительства Республики Коми за 2014 год предоставляется Вячеславу Михайловичу Газеру, главе Республики Коми. Вижу Олана Дона Йортис, Педипукта Ойтер. Добрый день, уважаемые депутаты Государственного совета, гости и приглашенные. Сегодня я имею честь выступить перед вами в статусе всенародно избранного главы Республики Коми. Я в полной мере осознаю, насколько большая ответственность возложена на меня, как на руководителя региона в условиях осложнения экономической и геополитической обстановки, которые сказываются на нашей республике точно так же, как и на всей России. Год назад я выступил в региональном парламенте с отчетом, который лег в основу программы развития Республики Коми. В обсуждении этого документа приняли участие свыше 230 тысяч жителей республики, депутаты всех уровней, общественные организации и трудовые коллективы. Этот документ стал моей предвыборной программой, и большое число жителей республики поддержали курс нашего развития. Я хочу еще раз поблагодарить всех, кто оказал мне доверие и поддержку на прошедших выборах. Мы взяли на себя огромную ответственность за выполнение всей программы, которая, будет справедливо сказать, поставлена в очень жесткие временные рамки в связи с обострением геополитической обстановки и возникновением новых экономических условий. Каждый из нас уже в преддверии Нового года ощутил на себе их последствия, в том числе и через собственный кошелек. Нужно признать, что и республиканская казна тоже оказалась под гнетом указанных обстоятельств. В связи с этим в прошлом году достаточно непросто происходило исполнение республиканского бюджета. Не скрою, что 2014 год поставил перед нами необходимость перейти в режим ручного управления республикой. Мы, что называется, вытягивали промышленность, весь реальный сектор экономики, и у нас была главная цель – не дать скатиться экономике вниз, а за ней и всей социальной сфере. Поэтому, подводя за 2014 год, отмечу, что мы достигли главной его цели. В республике обеспечена экономическая и социальная стабильность, начата реализация задач, поставленных в программе развития республики. Да, не всех запланированных целей нам удалось достичь в полном объеме,
но самые жизненно важные мероприятия полностью выполнялись. Это выплата всех социальных пособий, помощь нуждающимся в социальной защите и поддержка тех, кто развивает производство в республике. Конечно же, это исполнение майских указов президента страны и самая первостепенная задача – реальное повышение доходов бюджетников. Так, в прошлом году приоритет отдавался повышению оплаты труда педагогов, медиков и работников сферы культуры. К примеру, у последних рост заработной платы по прошлому году составил 28%. В прошлом году я озвучил как цель сделать наш регион республикой новых возможностей. Республикой, где каждый гражданин может спокойно жить и работать, создавать семью и чувствовать себя под надежной защитой государства. Прежде всего, для этого необходимо обеспечить жителей региона комфортными условиями проживания, решать жилищные вопросы, развивать транспорт, дорожную инфраструктуру, социальную сферу. Отдельно остановлюсь на некоторых важных направлениях. В сфере образования прошлый год мы обеспечивали решение задачи майских указов по ликвидации до 2016 года очередей в детские сады среди детей в возрасте от 3 до 7 лет. И уже в 2014 году нам удалось обеспечить 99,9% детей этого возраста местами в детских садиках. При этом по-прежнему делается ставка на строительство новых детских садов. В 2014 году в Республике Коми за счет строительства и реконструкции введено 12 объектов дошкольного образования. Дополнительно к этому открыто 34 группы в действующих садах. Всего было введено более 2000 новых мест. В этом году завершится строительство и реконструкция еще 12 детских садов. В сфере общего образования в 2014 году была продолжена работа по укреплению материально-технической базы наших школ. В частности, была организована поставка 28 школьных автобусов для образовательных организаций. В прошлом году республика добилась субсидий федерального бюджета в 23 миллиона рублей на ремонт школьных спортзалов в сельских школах. Объем софинансирования этих работ за счет республиканских средств составил 8,5 миллионов рублей. В рамках данного проекта в 46 общеобразовательных организациях 17 муниципалитетов отремонтировано 30 школьных спортзалов. Еще 2 помещения оборудованы под них. Приобретено спортивное оборудование для 6 школ. Построены 3 пришкольные спортивные площадки. Еще для 5 закуплено оборудование, которое будет смонтировано в весенне-летний период. Расширяется применение дистанционных технологий обучения. Создается универсальная, безбарьерная среда в школах ряда муниципалитетов республики. Во всех городах и районах запущена система электронное образование, которая обеспечивает формирование единой базы образовательных организаций и сопровождение каждого ребенка, начиная с момента постановки его в очередь в детский сад. Начато апробирование инновационного учебного и учебно-лабораторного оборудования, цифровых лабораторий, электронных учебников, комплектов робототехники. Опыт ресурсного центра информатизации на базе средней школы номер 40 в Воркуте и опорно-методических площадок на базе школ номер 21 в Сыктывкаре и 10 в Ухте транслируется в другие образовательные организации. И наши усилия дают наглядный результат. По итогам экзаменов прошлого года 221 участник ЕГЭ получил тестовый балл в интервале от 90 до 100 баллов. Из них 14 человек набрали максимальное количество баллов. Ушедший год был плодотворным для нашей системы здравоохранения. Прежде всего, в 2014 году продолжился естественный прирост населения в республике. В прошлом году родилось 12 428 детей. Естественный прирост составил 1683 ребенка. Уверен, что это прямой результат действия наших программ поддержки материнства и детства, о которых я отдельно остановлюсь в социальном блоке своего доклада. Что касается непосредственно здравоохранения, конечно же, в эту отрасль мы вкладываемся постоянно. Участвуем в реализации ряда федеральных проектов, приоритетного национального проекта здоровья и программы модернизации здравоохранения.
В целом, на совершенствование медицины в 2014 году республика направила 1,2 миллиарда рублей. Еще 765 миллионов рублей мы привлекли из средств федерального бюджета. В прошлом году было построено еще 7 фельдшерско-акушерских пунктов, и таким образом общее количество новых ФАПов по прошлому году достигло 21. В 2014 году мы продолжили работу, связанную с подготовкой к реконструкции республиканской инфекционной больницы и радиологического отделения Коми республиканского онкодиспансера. В течение 2014 года продолжилось строительство санаторного комплекса в Серегово, завершение которого ожидается в конце текущего года. Уже проводится работа по подбору кадров, формируется база данных желающих работать в санатории. Заключены договоры с организациями для обслуживания хозяйственных объектов санаторного комплекса. К обслуживанию объектов коммунального хозяйства планируется привлечь работников Коми-тепловой компании. В 2014 году мероприятиями по диспансеризации в республике было охвачено более 120 тысяч человек взрослого населения. В частности, для расширения охвата диспансеризации сельских жителей активно использовались мобильные диагностические комплексы. С 2014 года новый мобильный диагностический комплекс работает и в Печорской ЦРВ. Состоялось 14 выездов, осмотрено 602 человека. Всего же в течение 2014 года деятельностью мобильных комплексов было охвачено более 58 тысяч человек в республике. Несомненным успехом 2014 года стало внедрение ряда высокотехнологичных операций при нарушениях ритма сердца на базе кардиологического диспансера, которые раньше проводились только в Москве и Санкт-Петербурге. Совершенствуется дистанционная диагностика болезней системы кровообращения с использованием телемедицины. Особое значение мы уделяем совершенствованию медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Мы добились выделения федеральных субсидий в размере более 200 миллионов рублей, за счет которых в ряде учреждений здравоохранения республики организована деятельность 24 травматологических центров, расположенных вдоль федеральной трассы и автодорог регионального и муниципального подчинения. Стабилизируется кадровая ситуация в отрасли здравоохранения. В 2014 году различными стимулирующими выплатами воспользовались 65 специалистов. В том числе в рамках программы «Земский доктор» работать на село прибыло 25 молодых врачей, которые получили по 1 миллиону рублей подъемных. 14 врачей, прибывших на работу в поселке городского типа, получили выплаты в размере 500 тысяч рублей. 13 врачей наиболее дефицитных и востребованных специальностей получили по 100 тысяч рублей. К работе в новых ФАПах приступило 12 молодых специалистов, получивших подъемные в размере 350 тысяч рублей. За счет совершенствования мер поддержки и стимулирования в 2014 году также удалось подтянуть, что называется, 34 врача и 35 средних медицинских работников из других регионов России. Кроме того, мы стимулируем врачей-интернов. 90 молодых специалистов ежемесячно получали в 2014 году стипендию в размере 2000 рублей. Но мы также делаем упор на подготовку собственных медкадров. Напомню, что в 2013 году в Сыктывкарском государственном университете была начата подготовка кадров по специальности лечебное дело. А уже в 2014 году был создан медицинский институт со всей необходимой научно-образовательной инфраструктурой. В 2013-2014 годах в рамках контрактной подготовки был осуществлен прием 158 студентов на специальность лечебное дело, в том числе 120 за счет средств субсидий регионального бюджета. В дополнение о стимулировании добавлю, что в прошлом году 122 студента-контрактника, обучающихся по специальности лечебное дело, ежемесячно получали стипендию в размере 2280 рублей. Подписан договор о сотрудничестве между СГУ и Кировской медакадемией. Сегодня ВУЗ ведет подготовку к лицензированию новых специальностей. В результате республика в будущем получит медкадры по целому ряду самых востребованных направлений. Также стоит заострить внимание на итогах прошедшего в республике года здоровья.
Считаю, что тематический год удался. В его реализацию было вовлечено 15 органов исполнительной власти республики. Было проведено свыше 130 мероприятий. Хочу поблагодарить за активное содействие в этой работе наше муниципальное образование, Общественную палату Республики Коми, общественные организации и объединения граждан. Была активизирована пропагандистская работа в СМИ. На Юргане была запущена передача «Будь здоров». С участием НКО реализованы такие проекты, как «Код здоровья» и «Здоровье ТВ». На 30% по сравнению с 2013 годом увеличен объем выездной работы учреждений здравоохранения, что позволило повысить доступность медпомощи для граждан, особенно в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Итоги года здоровья следует рассматривать в неразрывной связке с предшествующим ему годом спорта. Так же, как в вопросах сохранения здоровья граждан, неразрывное лечение и профилактика заболеваний. Главный итог этих 2 лет – люди не только стали меньше болеть, но и стали больше систематически заниматься физкультурой и спортом. На сегодняшний день это 228,5 тысяч человек, и это на 4,5 тысячи человек больше, чем в 2013 году. В вопросах сохранения и укрепления здоровья жителей республики мы руководствуемся комплексным подходом. От совершенствования сферы медицины до развития отрасли физкультуры и спорта. Мы постоянно повышаем обеспеченность населения республики спортивными объектами. По итогам прошлого года у нас функционирует 2244 спортивных сооружения. Обеспеченность населения, которыми теперь составляет в республике 35,2%. В 2014 году объем инвестиций в инфраструктуру спорта республики составил свыше 406 миллионов рублей. В прошлом году были введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в Искуломе, спортивный комплекс по улице Савина в Сыктывкаре, универсальные спортивные площадки в Сысольском и Сыктывдинском районах, лыжная база в Выльгарде. В первом полугодии этого года мы запустим в полном объеме спортивный комплекс с бассейном в Воркуте. Второй год в республике проводится акция «День открытых дверей», когда каждый может бесплатно посетить спортивный объект. В 2014 году в акции приняло участие около 260 тысяч человек. В прошлом году мы начали вводить всероссийский комплекс ГТО, сдача нормативов которого была поддержана гражданами, общественными организациями и трудовыми коллективами по всей республике. В Республике Коми в 2014 году завершено создание многоуровневой системы подготовки спортивного резерва. 38 спортивных школ в муниципалитетах и отделах подготовки юношеских, юниорских и молодежных сборных команд республики численностью 130 спортсменов до Центра спортивной подготовки сборных команд республики Коми, спортивного центра инвалидов и профессиональных команд по игровым видам спорта. Полученные результаты спортсменов подтверждают, что работа по подготовке спортивного резерва выстроена у нас в правильном направлении. В 2014 году продолжилось совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса, членов сборных команд Республики Коми и Российской Федерации. В прошлом году разработан комплекс мер по расширению сети кабинетов и отделений спортивной медицины во всех муниципальных образованиях республики. Ушедший год мы делали упор на модернизации и сферы культуры. Так были проведены работы по строительству и реконструкции 6 муниципальных объектов, отремонтировано 5 государственных и 8 муниципальных учреждений культуры. Проведены проектные работы по реконструкции здания Республиканской филармонии и предпроектные работы по реконструкции здания театра оперы и балета, в том числе инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания для разработки проектной документации. Проведен конкурс по разработке эскизного проекта здания нового театра. Наращивается объем работ по сохранению и популяризации объектов культурного наследия. В 2014 году на эти цели направлено без малого 10,3 миллиона рублей. С 2014 года введены новые направления в системе на соискание грантов главы республики в области музейного дела, культурно-досуговой деятельности, молодежных инициатив. Всего в прошлом году в республике проведено 5 конкурсов на соискание грантов главы региона в области культуры и искусства на общую сумму 10,6 миллиона рублей.
Министерство культуры России включило нашу республику в список регионов, планируемых к размещению в сборнике лучшего опыта проведения Года культуры в Российской Федерации. Мы проводили выставки из собраний ведущих российских музеев, творческие встречи с мастерами российского и зарубежного кинематографа, концерты ведущих творческих коллективов. Проведены мероприятия «Библионочи», «Ночи музеев», фестивали, конкурсы детского и юношеского хорового искусства, масштабные общереспубликанские акции, реализованы грантовые проекты. Коллеги, еще раз подчеркну, что вне зависимости от внешних обстоятельств и трудностей вижу главной задачей своей команды безусловное обеспечение всех социальных обязательств перед гражданами республики. И в прошлом году мы в полном объеме предоставили людям все выплаты, пособия и компенсации, предусмотренные нашим законодательством. Всего их предоставляется у нас более 80 видов. И в 2014 году более 255 тысяч человек получили положенные им выплаты. На это был направлен значительный объем бюджетных ассигнований, почти 7 миллиардов рублей. По традиции особое внимание уделяется государственной поддержке семьи с детьми. Сохраняется выплата регионального семейного капитала в размере 150 тысяч рублей. В прошлом году сертификат на него получили 1777 человек. В 2014 году расширены направления его использования. Теперь средства можно направлять на проведение капитального и текущего ремонта жилья, его перепланировку, а также на компенсацию оплаты санаторно-курортного лечения и стоимости проезда к месту отдыха. В рамках реализации майских указов в дополнение к региональному семейному капиталу предоставляется ежемесячная денежная выплата малоимущим семьям при рождении у них третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. В 2014 году ежемесячная денежная выплата была предоставлена по этим основаниям на 1667 детей в многодетных семьях. Меры социальной поддержки семей с детьми приносят свои положительные результаты. В 2014 году в республике родилось 2158 третьих и последующих детей. Это более чем на 60% больше уровня 2011 года, когда такие выплаты еще не предоставлялись. В 2014 году были пролонгированы до конца 2017 года ряд мер социальной поддержки, срок действия которых заканчивался 31 декабря 2014 года. В частности, это возмещение беременным женщинам, проживающим в труднодоступных местностях Республики Коми, расходов на проезд в медицинские организации к месту консультации, родоразрешения и обратно. В области жилищной политики определяющим фактором комфортного проживания на территории, безусловно, является качество жилья граждан и все, что связано с отраслью ЖКХ. Поэтому мы продолжаем оказывать социальную поддержку и на решение жилищного вопроса, на различные формы, от выплат на строительство или приобретение жилья до компенсации части затрат на кредит. В 2014 году республика направила на эти цели почти 500 миллиарда рублей. План по вводу жилья на 2014 год в республике составил 154 тысячи квадратных метров. При этом он был перевыполнен почти на 1500 квадратных метров, и это на 8% больше фактического уровня 2013 года. Особое внимание уделялось капитальному ремонту многоквартирных домов. Общий объем финансирования этих работ составил почти 23 миллиона рублей. 2014 года федеральный закон возложил бремя финансирования капитального ремонта на собственников квартир. На федеральном уровне установлена средняя сумма взноса в размере от 6 до 9 рублей за квадратный метр жилой площади. В республике на переходный период установлен один из самых низких в Российской Федерации размеров взноса на капитальный ремонт жилья на уровне от 2 рублей 10 копеек до 2 рублей 60 копеек за квадратный метр. В прошлом году мы продолжили модернизацию инфраструктуры ЖКХ. В 2014 году на эти цели отраслевыми предприятиями было потрачено более 660 миллионов рублей. В 2014 году были выполнены работы по бурению артезианских скважин в Хабарихе, строительству водопровода в Старожевске, систем водоснабжения в Айкино, реконструкции скважин в Йодве, Волжском, Мазандоре. В прошлом году совместно с «Газпромом» утверждена, наконец, откорректированная генеральная схема газоснабжения и газификации республики.
который отражает перспективные направления газификации. Это населенные пункты Печорского, Сосногорского районов, городов Сыктывкар и Усинск. Предусматривается строительство газопроводов, отводов и газификация населенных пунктов в Каркиросском и Сыктывдинском районах. Также рассматривается автономная газификация с сжиженным природным газом населенных пунктов ряда районов республики. В 2014 году было построено почти 20 километров внутрипоселковых газопроводов, подготовлены к переводу на природный газ 124 муниципальные квартиры. Введен в эксплуатацию построенный ранее наружный газопровод и пущен природный газ в квартиры в поселке Ракпас Княжпогосского района. Продолжилась работа в области жилищного надзора. Госжилинспекция провела в минувшем году 3605 выездных и документарных проверок, в ходе которых было выявлено 8369 нарушений требований предоставления услуг ЖКУ. В результате проверок к административной ответственности в виде штрафа было привлечено 246 должностных лиц, 2 индивидуальных предпринимателя, 145 юридических лиц на общую сумму более 5 миллионов рублей. Продолжает успешно работать созданная система общественного контроля в сфере ЖКХ со стороны общественных организаций. К сожалению, есть и отрицательные моменты, на которых хочу акцентировать наше с вами внимание. Это медленные темпы переселения из аварийного и ветхого жилья, что также является одним из приоритетов майских указов. Подчеркну, что вина за их несвоевременное исполнение лежит на руководителях муниципалитетов. Значительное отставание от сроков завершения программы сохраняется в Сыктывкаре, Ухте, Печоре, Сыктывдинском, Ударском, Троицко-Печорском и Княжпогосском районах. Главы всех муниципалитетов предупреждены, что за это направление работы они несут персональную ответственность, и спрос за ее исполнение будет, что называется, по полной. Деньги были выделены, цели и задачи обозначены, и ставлю перед органами муниципальной власти и перед правительством республики задачу в кратчайшие сроки завершить первый этап программы переселения из аварийки, который должен был быть окончен по состоянию на 1 января 2015 года. Коллеги, еще раз подчеркиваю, что сегодня сложные условия предъявляют высокие требования к профессионализму и собранности чиновников. Именно поэтому мы ввели в прошлом году систему результативных контрактов сроком на 1 год с руководителями органов исполнительной власти и органов местного самоуправления республики. До них доведено, что программа развития республики – это документ прямого действия для каждого из них, от регионального до муниципального уровня. Неоднократно говорил и повторю еще раз, времена, в которых мы работаем, не прощают непрофессионализма, а местами и откровенного разгильдяйства. Подчеркиваю, что мы будем спрашивать с чиновников всех уровней по всей строгости. И не только за переселение из аварийки, но и за надлежащее исполнение всех возложенных на них обязанностей. Подробнее хочу остановиться на развитии экономического сектора республики. Напомню, что наряду с развитием традиционных для республики отраслей в прошлом году я поставил задачу развивать, что называется, новую экономику, информационные технологии, глубокую переработку имеющейся в регионе сырья. К примеру, в конце 2013 года, ну а по сути уже в начале прошлого, на создание при участии Республиканского комитета информатизации IT-парка в Сыктывкарском государственном университете было выделено 1,5 миллиона рублей, и уже в 2014 году было создано 167 постоянных и временных рабочих мест. К концу 2015 года планируется создать в общей сложности в IT-парке 300 рабочих мест, 28 малых инновационных компаний и внедрить 18 научно-технических разработок. Следующий приоритет – это биоэнергетика и биотехнологии. В сфере биоэнергетики шло развитие производства топливных брикетов, гранул, переработки древесины в топливную щепу. В прошлом году было произведено более 3000 тонн данной продукции. Для развития этого направления мы субсидируем предприятия, производителя этого продукта. В прошлом году мы поддержали 5 организаций на сумму 8,6 миллиона рублей, что позволило привлечь более 37 миллионов рублей частных инвестиций. Только в Ударском районе были запущены 3 новых предприятия по выпуску топливных брикетов.
В Ускуломе непосредственно у площадки хранения древесных отходов было запущено крупное производство топливных брикетов организации ТБ «Ускулом». Уже вторую линию по производству топливных брикетов запустило предприятие «Азимут» в Троицко-Печорском районе. В Сыктывдинском районе производство топливных гранул запустила компания «Веста». В Каркировском районе проект завода по выпуску топливных гранул на площадке у поселка Аджиром. Проект полностью готов. Планируется производство топливных брикетов в Жешерте. В прошлом году лично принимал участие в запуске мини-ТЭЦ компании «Севлеспил», которая производит путем сжигания древесных отходов собственного производства 12 мегаватт тепла и почти 2,5 мегаватта электроэнергии. Объем инвестиций в проект составил более 290 миллионов рублей. Мини-ТЭЦ пока работает как котельная, по электрогенератору завершаются приемо-сдаточные работы. В прошлом году в Сыктывкаре продолжилась реализация энергосберегающего проекта «Тепловая электростанция» по улице Савина, которая также будет использовать в качестве топлива отходы производства компаний, которые копились до этого на свалке в Сыктывкарском лесозаводе. Кроме того, на мощностях предприятия планируется утилизировать строительный мусор, который образуется при сносе деревянных ветхих домов в Сыктывкаре. В настоящее время проект находится в стадии завершения. В сфере развития биотехнологий, по моему поручению, органами исполнительной власти региона при поддержке научных и образовательных организаций республики разработан проект концепции развития биотехнологий в республике до 2020 года. Подготовлены проекты по сбору учреждениями ГУФСИН живицы, смолистых веществ хвойных деревьев, с дальнейшей переработкой на предприятии биохимического холдинга «Оргхим» и созданию комплексного лесохимического производства таловых продуктов на базе Монди ЛПК. В 2014 году мы продолжали вкладываться в инновации. Было поддержано 12 инновационных проектов в сфере производства строительных композиционных материалов, фармацевтики, переработки угольных отходов, производства измерительных приборов, деревообработки и сельском хозяйстве на общую сумму 7,2 миллиона рублей, в том числе 4,4 миллиона рублей за счет средств федерального бюджета. В рамках наших соглашений с Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарно-научным фондом нами было профинансировано 24 проекта научных исследований на общую сумму 4,5 миллиона рублей. По заказу региональных органов исполнительной власти выполнено 6 прикладных научно-исследовательских работ на сумму 2,8 миллиона рублей. Безусловно, огромная работа, как и ранее, проводится в сфере традиционных для республики отраслей. И благодаря нашим усилиям, грамотному управлению работающих в регионе компаний удалось сохранить стабильную ситуацию по основным показателям. Индекс промышленного производства в 2014 году, несмотря на тяжелейшие условия, в процентном соотношении к предыдущему году составил 100,7%. Показатель темпа роста валового регионального продукта сохранился на уровне прошлого года. В 2014 году добыча нефти с газовым конденсатом в республике увеличилась на 2,4% и составила 14,2 миллиона тонн. В последующий пятилетний период также планируется ежегодный прирост объемов добычи нефти до 200 тысяч тонн. Сегодня большие надежды в нефтегазовой отрасли у нас связаны с передовыми методами геологоразведки. Открытие новых месторождений и уточнение запасов по старым – наш стратегический приоритет. Лидером по объемам инвестиций в геологоразведку на территории республики является «Лукойл Коми». Из наиболее важных и перспективных проектов можно назвать такие, как пробная эксплуатация Баиндыского нефтяного месторождения, разработка пермокарбоновой залежи Усинского месторождения, разработка Ярикского и Картайольского месторождений, освоение Восточно-Ламбейшорского месторождения. По титановым рудам общество «Русские титановые ресурсы» продолжает работы по подготовке запасов на Верхнепижемском участке под возможную отработку открытым способом. В настоящее время в республике проводится работа по вовлечению в промышленную эксплуатацию новых месторождений угля. В частности, завершено утверждение запасов 2 шахтных полей крупнейшего усинского месторождения каменного угля. Также в угольной промышленности в 2014 году увеличился объем инвестиций в производство. Он составил 6,32 миллиарда рублей.
Это на 11 с лишним процентов больше, чем по итогам 2013 года. Основная часть инвестиций приходится на предприятие «Воркута-Уголь», которое продолжает вкладываться в модернизацию своих мощностей. Говоря о прошлогодней ситуации в угольной промышленности, нельзя не вспомнить те усилия, которые мы приложили для спасения предприятия «Интауголь». Напомню, что из-за халатности собственника градообразующее предприятие вновь оказалось на грани банкротства. Нам пришлось взять управление на себя, в ручном режиме разбираться с целым комом проблем. С обнадеживающей инвестиционной программой геологоразведочных работ в Интинском районе работает и Тимано-Печорская газовая компания, которая заявила о планах на ближайшие годы по добыче в районе углеводородов и строительству газоперерабатывающего завода. В ушедшем году было уделено большое внимание эффективному использованию попутного нефтяного газа на территории республики. Сегодня ключевым моментом является реализация совместного проекта «Газпрома» и «Лукойла» по привлечению сырья с месторождений «Лукойла» для переработки на мощностях Сосногорского ГПЗ, а также вовлечение других независимых недропользователей в эту работу. Компанией «Лукойл Коми» реализован проект по доставке нефтяного газа с северо-кожвинской группы месторождений, построен газопровод протяженностью 32 километра и газокомпрессорная станция производительностью 64,5 миллиона кубических метров в год. Загрузки мощностей Сосногорского ГПЗ в перспективе также может способствовать реализации проекту по строительству новой глубинной скважины 402 в Уктыле компании «Газпром Добыча Краснодар». В конце октября 2014 года наконец начато ее бурение. При подтверждении ожидаемых ресурсов углеводородного сырья работы по строительству скважины будут продолжены, что позволит стабилизировать добычу газа в республике и на многие годы обеспечить работу Сосногорского ГПЗ. Согласно прогнозной оценке, по итогам 2014 года объем инвестиций в основной капитал в республике ожидается в объеме почти 190 миллиардов рублей, что в сопоставимых ценах составит 90,3% к уровню 2013 года. Это снижение обусловлено сокращением инвестиций в рамках строительства системы магистральных газопроводов Бабаненково-Ухта-Торжок. Общая сумма государственной поддержки инвестиционно активных предприятий в 2014 году в республике составила более 1 миллиарда рублей. И это дает свою отдачу, поскольку продолжается, несмотря ни на какие сложности, реализация инвестиционных проектов, в том числе и, в частности, ключевых для «Газпрома» и республики инвестпроектов по строительству системы, продолжению строительства системы магистральных газопроводов Бабаненково-Ухта, Ухта-Торжок. По нитке Бабаненково-Ухта в этом году, в ушедшем году, введены в эксплуатацию 2 компрессорные станции, 23 объекта вспомогательного назначения, 8 участков линейной части общей протяженностью 392 километра. По нитке Ухта-Торжок в 2014 году построены и введены в эксплуатацию еще 2 компрессорные станции. Также в 2014 году были продолжены и реализованы другие не менее важные для республики проекты в горнорудной промышленности и сфере лесопереработки. К примеру, компания «Мондин СЛПК» запустила новую сушильную машину для производства до 100 тысяч тонн в год высококачественной беленой целлюлозы «Комицел» стоимостью порядка 30 миллионов евро. При этом ежегодно предприятие инвестирует в модернизацию производства порядка 40 миллионов евро. Проект по установке сушильной машины признан лучшим инвестиционным проектом 2014 года на 11-й Всероссийской лесопромышленной премии «Леспром Эвардс». Складывающиеся экономические условия – это наш шанс в сфере импортозамещения, в том числе в плане продовольственной безопасности республики. Это возможно благодаря планомерной работе по всесторонней поддержке наших сельхозтоваропроизводителей. На это в 2014 году мы направили почти 1 миллиард рублей. В том числе почти 110 миллионов удалось привлечь из средств федерального бюджета. Поскольку продовольственная безопасность является чрезвычайно важной стратегической темой, я хочу сформулировать отдельное поручение председателю правительства республики совместно с профильными ведомствами наращивать присутствие республики в различных федеральных программах по поддержке сельскохозяйственного блока.
Лоббирование наших интересов на федеральном уровне должно быть усилено. Также мы поддерживаем строительство новых объектов сельхозназначения. Завершены были работы по строительству телятника на 201 голову в деревне Сюзяйб Каркировского района. Продолжается реконструкция и строительство 7 объектов на общей сложности на 1400 голов крупного рогатого скота. В 2014 году было введено в промышленную эксплуатацию почти 1,5 гектара теплиц, предприятия пригородные в городе Сыктывкаре. Также активно в республике поддерживается фермерское движение. Хорошо зарекомендовали себя фермерские гранты, которые выплачиваются на условиях софинансирования из федерального бюджета. В 2014 году за счет соответствующих грантов была построена ферма на 104 головы крупного рогатого скота в селе Обьячево Прилузского района, свиноферма на 350 голов в поселке Сидев в Ухте, открыт коровник на 50 голов в поселке Мылово Троицко-Печорского района. Кроме того, построено 2 животноводческие фермы в Уссылинском районе. В 2014 году завершено строительство коровника на 50 голов в деревне Сергеево Щелье и животноводческой фермы на 100 голов в селе Замежное. В 2014 году гранты получили 12 крестьянских хозяйств в разных районах республики, из них 6 реализуют проекты по развитию семейных животноводческих ферм, планируемых завершения в текущем году. В 2014 году реализовано 6 проектов по модернизации и техническому перевооружению объектов по переработке продукции. Это 3 по переработке молока в Уссылинском районе и в Сыктывкаре, 2 по убою скота и переработке мяса в Сысольском и Сыктывдинском районах, в числе которых цех по убою свиней на базе Зенецкой птицефабрики, и 1 по предпродажной подготовке картофеля и овощей в Каркировском районе. Также субсидии на техническое и технологическое обновление получили 7 хлебопекарных производств. Проводится работа по оснащению площадок по убою животных для оказания соответствующих услуг владельцам личных подсобных хозяйств. Сертификаты на оказание этих услуг имеют 18 площадок. 9 из них построено в 2014 году. В 2015 году сеть опорных убойных площадок для оказания услуг населению по убою скота увеличится еще на 9 штук. Активизируется у нас ярмарочная форма торговли, с помощью которой сельхозтоваропроизводители могут реализовывать свою продукцию. Большой популярностью у населения республики, в том числе и у жителей столицы, пользуется ярмарка выходного дня. В 2014 году на территории республики было проведено 660 таких ярмарок, из них 75 в Сыктывкаре. В сравнении с уровнем аналогичного периода прошлого года число ярмарок, например, в столице республики увеличилось в 1,5 раза. Для решения проблемы кадрового потенциала агропромышленного комплекса разработан 3-летний механизм предоставления государственной поддержки. Размер выплат молодым специалистам увеличен со 100 до 500 тысяч рублей, рабочим агропромышленного комплекса до 300 тысяч рублей. Привлечению и закреплению молодых специалистов и квалифицированных рабочих на селе способствует модернизация и создание новых производств, реализация мероприятий по развитию сельских территорий. Я отмечал важность подготовки специализированных кадров для новых направлений экономики, совершенствование системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации путем создания условий для гарантированного прохождения специализированной практики студентов и содействия их трудоустройству. И в 2014 году службой занятости населения республики было охвачено мероприятиями по профессиональной ориентации более 19 тысяч человек. Подростки смогли пройти профессиональные пробы непосредственно на предприятиях и организациях, либо на специально созданных площадках, где с помощью современных симуляторов смогли ближе познакомиться с наиболее востребованными профессиями: водителя, медицинской сестры, электрогазосварщика, пекаря и многими другими. Более 2000 безработных граждан были переобучены в течение года, из них более 80% трудоустроено. Впервые повышение квалификации и переобучения прошли 100 неработающих пенсионеров, что позволило увеличить количество экономически активного населения. В прошлом году мы усилили работу по формированию территориально-отраслевой организации трудовых ресурсов. На базе Ухтинского государственного технического университета создан единый образовательный университетский комплекс технического профиля
по подготовке кадров для предприятий нефтегазового комплекса и научных организаций. В Усинске создан Центр профессиональных квалификаций для подготовки специалистов для нефтегазовой и горнорудной отрасли. Создан и успешно функционирует на базе Сыктывкарского лесного института лесной образовательный кластер, который на условиях сетевого взаимодействия и совместного использования материально-технической базы и кадрового ресурса включил в себя более 10 профессиональных образовательных учреждений. В 2014 году завершена реорганизация Сыктывкарского государственного университета в форме присоединения к нему Коми Государственного педагогического института. Принято решение о присвоении объединенному вузу имени выдающегося ученого-социолога Петерима Александровича Сорокина. Коллектив вуза принял стратегию развития до 2030 года. Сыктывкарский университет совместно с Министерством образования Республики начинает формирование образовательного кластера в целях подготовки педагогов для новой школы. Ведется работа по созданию центров для энергетической отрасли по заявкам работодателей на базе Сыктывкарского целлюлозно-бумажного техникума и Печорского промышленно-экономического техникума. На эти цели планируется выделить почти 1 000 000 рублей. В 2014 году состоялись открытия центров для сферы хлебопечения на базе Сыктывкарского торгово-технологического техникума и для сварочного производства на базе Сыктывкарского политехнического техникума. В ушедшем году Министерством экономического развития Республики был разработан прогноз дополнительной потребности экономики в кадрах на 2014-2020 годы по всем уровням профессионального образования в разрезе видов экономической деятельности. Прогноз рассчитан на 7-летний период, представлен в разрезе отраслей и охватывает все уровни профессионального образования и направления подготовки кадров. Вопросы развития трудового потенциала республики, поддержка местных кадров были и остаются одними из основных приоритетов деятельности правительства. В прошлом году мы обещали выйти в Государственную Думу с инициативой законодательно закреплять право местных кадров работать на объектах в рамках реализации инвестпроектов с участием государства. И мы выполнили свое обещание. Летом прошлого года соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Государственной Думы. В настоящее время находится на рассмотрении в правительстве Российской Федерации. Параллельно региональное правительство продолжает работу с представителями бизнес-сообщества с целью обеспечения трудоустройства местного населения. В частности, мы предоставляем работодателям данные о специалистах, прошедших переподготовку и желающих приступить к работе по востребованным на предприятиях специальностям. Мы совершенствуем систему предоставления субсидий. В прошлом году введен новый критерий социальной эффективности проектов. Сколько получатель субсидий возьмет на работу местных жителей. Это позволит при предоставлении государственной поддержки инвесторам отдавать предпочтение проектам, привлекающим наибольшее число местных трудовых ресурсов. В целом, основные отрасли экономики республики показывают положительную динамику. В том числе и в связи с этим в прошлом году снижался уровень зарегистрированной безработицы. На конец 2014 года этот показатель у республики составил 1,3% от экономически активного населения. И это на 0,1% ниже уровня было аналогичного периода 2013 года. В 2014 году активно велась работа мобильных центров занятости. Было осуществлено более 580 выездов в 288 населенных пунктов по всей республике, в том числе в 195 труднодоступных и отдаленных населенных пунктах. Более 13 тысяч жителей республики были проинформированы о ситуации на рынке труда и услугах органов службы занятости. Мы стимулируем активность граждан в сфере малого бизнеса. На сегодня его вклад в обороте организации республики составляет более 22%. Это очень приличный показатель. Этот сектор обеспечивает почти 70% оборота розничной торговли, 1/3 объема платных услуг населению. В 2014 году на поддержку предпринимательства было направлено почти 112 миллионов рублей за счет средств бюджета всех уровней. Акцент в работе правительства республики в инвестиционной сфере был сделан также на обеспечение реализации механизмов государственно-частного партнерства. На конец 2014 года в перечень проектов ГЧП были включены 9 проектов. В ближайшее время указанный перечень будет расширен
до 22 долгосрочных проектов в сферах здравоохранения, образования, культуры, физической культуры, социального обслуживания и развития дорожного хозяйства. Совокупная стоимость проектов составит порядка 22 миллиардов рублей. В 2014 году был построен Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Ускуломского района и готовится к сдаче пансионат для проживания пожилых людей в Максаковке по схеме государственно-частного партнерства. В первом полугодии 2015 года планируется объявить конкурсы еще на строительство 14 социальных объектов. Кроме того, уже объявлен конкурс на заключение концессионного соглашения по двум участкам автодороги Сыктывкар, Ухта, Печора, Усинск, Нарьян-Мар. Само соглашение будет заключено в марте. Прошлый год был примечательным для республики в сфере развития региональной авиации. Под гарантией правительства Комиавиатранс приобрел в лизинг 4-й новый самолет Л-410. Мы получили практический результат нашей кропотливой работы с компанией Embraer по приобретению в лизинг среднемагистральных самолетов. Первый борт, вы знаете, прибыл в республику в конце прошлого года, еще 2 борта прибыли в начале этого года. Это первый проект на территории Российской Федерации компании Embraer. Развивая авиасообщение внутри республики, мы отремонтировали аэродромы в Троицко-Печорске и Кослане и открыли новые авиарейсы по маршрутам Сыктывкар-Троицко-Печорск и Сыктывкар-Кослан. Для труднодоступных районов республики продолжалась работа по развитию водного транспорта. За счет средств республиканского бюджета в ушедшем году было приобретено 3 грузопассажирских парома стоимостью 101 миллион рублей. В сфере железнодорожного транспорта нашей основной задачей было и остается обеспечение жителей республики комфортными перевозками. Это касается как вагонного парка, так и удобства графика движения поездов. В июне 2014 года начал курсировать фирменный поезд 42-й, 41-й Воркута-Москва, 4 состава которого были сформированы из резервов московского филиала Федеральной пассажирской компании и 20 новых комфортабельных вагонов, которые были приобретены годом ранее в рамках нашего соглашения с Транскласс-сервисом. Все вагоны в поезде с улучшенными потребительскими свойствами, оборудованы системой кондиционирования воздуха и биотуалетами. На обновление и развитие железнодорожной инфраструктуры в целом в республике в 2014 году РЖД было выделено более 1,5 миллиардов рублей. Предприятие «Енисей» в 2014 году выполнило проект реконструкции станции Усинск железнодорожной и направило документацию на прохождение государственной экспертизы. Реконструкцию планируется начать в этом году. В 2014 году была проведена значительная работа по модернизации существующей сети автомобильных дорог и строительству новых магистралей. Общий объем ассигнований на осуществление дорожной отрасли составил 5 миллиардов рублей. Эти средства позволили обеспечить круглогодичное функционирование почти 5000 километров региональных дорог, 1,2 тысяч километров муниципальных дорог и содержание 22 ледовых переправ и 1500 километров зимних автодорог местного значения. Было выполнено годовое задание по строительству крупного автомобильного моста через реку Лыжа и принят в эксплуатацию участок трассы Каджиром-Чикшина. С завершением строительства этого участка Большая Земля для жителей Печоры стала доступнее автотранспортом на 22 километра. Знаковым событием 2014 года стало возобновление дорожных работ по реконструкции автомобильной дороги Ухта-Троицко-Печорск. В частности, построен 46-метровый капитальный мост через реку Лёккен. В 2014 году также введен в эксплуатацию новый мост через реку Кажем на автомобильной дороге Визенко-Кажем. Кроме того, произведена реконструкция 10 аварийных деревянных мостов на автодорогах в Княжпогосском, Кагородском, Ударском и Ускуломских районах. Большое внимание было уделено ремонту региональных дорог и мостов. В 2014 году было отремонтировано 188 километров автодорог регионального значения. Ремонтные работы были сосредоточены на направлениях Сыктывкар-Ухта, Сыктывкар-Троицко-Печорск, Вагваздино-Яринск, Айкино-Кослан, Усть-Уса-Усинск. Завершен ремонт подъезда к селу Чухлым. Также отремонтировано 4 мостовых сооружения общей длиной 504 метра на территории Сосногорского, Карткировского, Ижемского и Княжпогосских районов. На муниципальной сети
в 2014 году был произведен ремонт 2 аварийных мостов и 18 километров автодорог общего пользования местного значения. В Прилузском районе завершена реконструкция автодороги Лихачевская-Ваймес и подъезда к Услопию общей протяженностью 8,2 километра. В Выжемском районе построили дорогу к деревне Йоль протяженностью 2,5 километра. Отдельным направлением работы в 2014 году стало позиционирование республики как части арктической зоны России через наш заполярный город Воркута. Нам удалось добиться нашей цели. Воркута включена в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года». Для получения этого результата был проведен комплекс работ по обоснованию целесообразности включения Воркуту в зону Арктики. Получены согласования от ведущих научных институтов, занимающихся вопросами развития северных территорий. Предложение республики поддержали Совет Безопасности Российской Федерации и полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. В соответствии с приоритетами и в целях реализации государственной политики в сфере развития арктической зоны России была разработана региональная программа «Социально-экономическое развитие арктической зоны Республики Коми» до периода 2020 года, цель которой – комплексное социально-экономическое развитие Воркуты. Что это даст ее жителям? Прежде всего, это означает сохранение действующих и создание новых рабочих мест, развитие среднего и малого бизнеса, например, в той же сфере туризма. Будет укреплена промышленность и появится основа для создания новых производств, соответственно, вырастут налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. Появятся новые перспективы развития транспортной доступности, возрастет качество предоставления услуг ЖКХ и улучшится социальное обслуживание. Вместе с этим нужен сугубо прагматичный подход к стимулированию людей, готовых развивать Воркуту. Давно не секрет, что ее покидают люди, и все наши планы развития Заполярья рискуют остаться на бумаге, без конкретных действий, направленных на социальное и материальное стимулирование людей. Это, конечно же, повышение достатка воркутинцев за счет введения повышенных коэффициентов, пенсий и социальных выплат. Только таким образом мы оставим людей, профессиональных людей в городе, создадим перспективу для того, чтобы увеличивалось число квалифицированных кадров. Поэтому я ставлю перед правительством задачу с учетом предложений подготовить соответствующие замечания для внесения дополнений в федеральную программу развития арктических территорий. Как я уже отметил на своей пресс-конференции, если мы этого не сделаем, то никакие наши решения по изменению инфраструктуры для Воркуты ничего не решат. Люди не будут видеть смысла там оставаться. В условиях осложнения экономической обстановки, как показывает опыт, возрастает, к сожалению, и количество преступлений, в первую очередь бытовых и уличных. Понимая это, мы делали и будем делать упор на то, чтобы каждый житель республики мог чувствовать себя в безопасности, в первую очередь на улице. Чтобы мы могли не переживать за безопасность своих детей. Считаю, что проводимые меры по обеспечению правопорядка в прошлом году были эффективными и отвечали поставленным задачам по обеспечению безопасности граждан республики. В 2014 году было направлено почти 40 миллионов рублей на реализацию региональной программы обеспечения правопорядка и безопасности граждан. В ее рамках, в частности, развертывался комплекс «Безопасный город». Это аппаратно-программное решение видеоконтроля наиболее криминогенных районов, а также мест с массовым пребыванием граждан на территории городов и районов республики. В сфере обеспечения пожарной безопасности в прошлом году было создано еще 3 пожарных части и 8 отдельных постов противопожарной службы с общей численностью 76 работников, что позволило дополнительно прикрыть подразделением противопожарной службы республики 11 населенных пунктов с населением свыше 8 тысяч человек. И, наконец, 2014 года процент прикрытия специализированной пожарной охраной населения республики составил 99,5%. Оставшиеся 0,5% будут покрыты за счет добровольческих пожарных дружин. В рамках работы по укреплению и модернизации материально-технической базы пожарных подразделений было приобретено 14 новых автоцистерн
3 пожарно-спасательных автомобиля, 6 учебно-тренировочных башен, 17 комплексов гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Силами личного состава подразделения была построена 100-метровая полоса препятствий в ПЧ-131 села Межадр. В прошлом году мы продолжали укреплять материально-техническую базу подразделений добровольной пожарной охраны в республике. Было приобретено 8 пожарных автоцистерн для нее и 33 пожарных мотопомпы. В ноябре 2014 года приступили к опытной эксплуатации основного центра обработки вызовов системы 112 в Сыктывкаре. По-прежнему приоритетным направлением деятельности правительства республики остается природоохранная сфера и вопросы обеспечения экологической безопасности на территории республики. Мы разделяем все опасения людей относительно экологии, все, что с этим связано, и предпринимаем все необходимые меры для обеспечения их безопасности. Наиболее острым на протяжении ушедшего года оставался вопрос реализации проекта по обеспечению радиационной безопасности в поселке Водный. Была создана рабочая группа с участием активистов инициативной группы, представителей муниципальной и региональной власти, депутатов городского совета и Государственного совета республики, специалистов и экспертов по радиационной безопасности. Благодаря диалогу были разработаны корректировки в проект, который в процессе общественного обсуждения стал понятным для жителей Водного, Ухты и района. И я хочу сегодня особо поблагодарить инициативную группу ухтинцев, которая включилась в решение возникших вопросов и вела разъяснительную работу с жителями города и района. Еще раз заявляю, никакого ПЗРО в Водном строиться не будет. Поставим в этом вопросе окончательную точку. А ход работ по надежной консервации зараженных территорий будем продолжать контролировать до полного завершения нашей рабочей группой совместно с экспертами и специалистами. В целом, обращение с отходами остается важным направлением нашей природоохранной деятельности. В 2014 году завершено строительство 6 объектов, полигонов и площадок хранения твердых бытовых отходов, площадок складирования и временного хранения древесных отходов. В 2014 году в природоохранных мероприятиях и экологических акциях, марше парков, речной ленте, пикнике «Маевка» приняли участие около 72 тысяч человек. Правительство республики активно сотрудничает с общественными организациями в деле экологического просвещения. Совместные полевые выезды и семинары проводятся с Коми-региональным некоммерческим фондом «Серебряная тайга», субботники и природоохранные мероприятия с Коми-региональной общественной организацией «Экологи Коми». Развитие межнациональных отношений в республике в 2014 году по традиции носило позитивный характер. Новой благоприятной площадкой для формирования межнационального и межкультурного диалога стал созданный в 2014 году Дом дружбы народов Республики Коми. Ресурс учреждения прежде всего направляется на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. Запущены проекты «Этнокультурная школа Республика Коми. Наш общий дом», интерактивный молодежный этнокультурный университет. Завершено строительство нового здания, где к лету этого года разместится уже учреждение. Функцию формирования добрососедства несет также созданный на базе Дома дружбы народов Центр социальной и культурной адаптации мигрантов. Аналогичный центр действует в Печоре. К 125-летию со дня рождения в Сыктывкаре был открыт памятник великому ученому и выдающемуся гуманисту 20 века, нашему земляку Петериму Александровичу Сорокину. Международная научная конференция «Петерим Сорокин и парадигмы глобального развития 21 века» и вторая Всероссийская научная конференция «Филологические исследования-2014» объединили авторитетных исследователей, заинтересованных в продвижении научного и нравственного потенциала творчества наших знаменитых земляков. Реализация этих масштабных проектов стала возможна благодаря получению федеральной субсидии в размере более 26 миллионов рублей. Благодаря средствам федерального бюджета объем финансовой помощи на реализацию этносоциальных проектов в ушедшем году был увеличен более чем вдвое. В 2014 году была переиздана Конституция Республики Коми на русском и коми языках, что стало возможным благодаря кропотливой работе республиканской термино-орфографической комиссии. Было выпущено 3 тома собрания сочинений Петерима Сорокина. Востребованным издательским проектом стала книга «Пословицы и поговорки коми народа». Мы ценим свою самобытность,
любим природу родной республики. И именно на эти два фактора мы сделали ставку при развитии у нас туристической отрасли. В прошлом году велась комплексная работа по мониторингу турпотоков. Определены опорные точки развития отрасли, внедрена система грантов для организаций, развивающих в республике въездной и внутренний туризм. Велась активная работа по развитию инфраструктуры туризма. В Уссурийске была построена и запущена в действие мини-гостиница на 28 мест стоимостью 47 миллионов рублей, из которых 21 миллион рублей выделила республика. В деревне Константиновка Ижемского района продолжила строительство туристической базы отдыха стоимостью 15 миллионов рублей. В ушедшем году заработали железнодорожные туры Ударская Чуть и Печорский Меридиан на базе запущенного турпоезда «Сияние Севера». В прошлом году мы активно продвигали свои туристические продукты на российском и международных рынках. Формировались и продвигались региональные гастрономические и сувенирные продукты. Прошлый год стал для отрасли плодотворным и на мероприятиях. Состоялся фестиваль «Люди леса», второй международный экотуристический форум «Ёж», туристическая выставка «Снаряжайся», мультифестиваль «Ибица». Прошел финал национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards по Северо-Западному и Уральскому федеральным округам, по итогам которого 5 проектов республики вышли в финал национальной премии, 4 из которых стали призерами. Мы презентовали свой потенциал на международных туристских выставках и форумах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Великом Новгороде. Были организованы съемки репортажа «Наследие древнего народа Коми» в рамках проекта телеканала Евроньюз и Федерального агентства по туризму. В эфире канала сюжет показали 25 раз, охват аудитории составил 400 миллионов зрителей из десятков стран. Также в прошлом году при нашей поддержке телеканал «Моя планета» на реке Печоре снял фильм «Реки России». Выход фильма в эфир запланирован на текущий год. Важной оценкой проводимой нами работы стало присвоение Республике Коми в 2014 году 3-го места по итогам премии журнала National Geographic. В 2014 году продолжена работа по развитию сети многофункциональных центров. В ушедшем году было создано еще 8 МФЦ в Инте, Воркуте, Троицко-Печорском, Карткиросском, Кайгородском, Ударском, Сыктывдинском и Ускулонском районах. В ушедшем году благодаря совместным усилиям правительства республики и компании МТС была обеспечена сотовая связь с 3G интернетом в населенных пунктах Боровская, Замежная, Скидская, Загривочная и Степановская Уссурийского района. Операторы мобильной связи в Республике Коми за 2014 год установлены базовые станции формата 3G в Серегово, Синдаре, Йосере и Микуне. Организации ТТК реализуются проекты по строительству местных сетей связи в городах Сыктывкар, Ухта, Инта, Сосногорск, Печора и Усинск. В Сыктывкаре зона охвата приближается к 100% многоэтажной застройки, в Ухте более 97%, более 90% в Сосногорске, Печорске, Усинске и более 40% в Инте. В рамках инвестиционного проекта в ушедшем году Коми-филиалом Ростелекома были смонтированы узлы широкополосного доступа сети интернет в населенном пункте Поляна Сосногорского района Республики Коми. Другой важный блок работы – создание условий для поступательного развития институтов гражданского общества, прежде всего НКО и органов ТОС. В прошлом году мы вложили в это более 58 миллионов рублей своих средств и привлекли более 12 миллионов рублей средств Российской Федерации. Было поддержано 106 проектов НКО. Стоит отметить, что наши усилия дают соответствующие результаты. Люди начинают, что называется, оживать, объединяться и общими силами делать полезные для себя дела. Отличным примером служит развитие системы ТОСов в республике. На сегодня их насчитывается уже 72. Примечательно, что в прошлом году был создан первый в республике ТОС на территории многоквартирного дома в Сыктывкаре по улице Первомайской. На данный момент заканчивается его регистрация. Вдобавок к имеющимся формам самоорганизации граждан с 2014 года мы в пилотном режиме запустили ставшие популярными в городах и районах так называемые малые проекты в области благоустройства территорий, в сфере спорта, культуры, дорожной отрасли, в которые вовлечены местные жители и которые возможно реализовать в короткие сроки. И только за первый год реализовано более 100 таких проектов. Считаю, что эксперимент можно считать
успешным. И прошу правительство республики в будущем всесторонне поддерживать реализацию этих малых проектов. Уважаемые коллеги, заканчивая отчетную часть своего доклада, хочу напомнить, что подробный план развития региона я обозначил в своем прошлогоднем выступлении и в своей предвыборной программе. Дополненные деталями, в том числе по каждому муниципалитету, одобренные самими жителями, этот план зафиксирован как программа развития Республики Коми. Поэтому сегодня я не буду еще раз подробно останавливаться на деталях, а обозначу основные векторы движения и стратегические линии развития республики в нынешних условиях. Первое. Повторюсь, самая главная цель и приоритет – безусловная защита граждан республики с точки зрения исполнения всех социальных обязательств. Зарплат, выплат и оказания социальной помощи. Сбой работы этой системы категорически недопустим. Второе. Мы должны обеспечить реализацию эффективной системы мер по общественному и государственному мониторингу за обоснованностью роста цен на жизненно важные товары и услуги, такие как социально значимые продукты питания, медикаменты, тарифы на услуги ЖКХ и так далее. При этом понимая, что в условиях рыночной экономики невозможно действовать только кнутом. Правительству республики необходимо вместе с предпринимательским сообществом выработать взаимоприемлемые решения, которые позволят обеспечить реализацию поставленной задачи. В первую очередь в муниципалитетах и сельской местности, где большая проблема – это маленькая конкуренция среди продавцов или вовсе ее отсутствие. Третье. Мы должны поддержать наших товаропроизводителей, чтобы они могли перестроиться для работы в новых условиях. Необходимо сохранить производство и развивать его, прирастать новыми рабочими местами. Необходимо понимать, что новые экономические условия – это не только сложности, но и шанс найти нестандартные подходы и оптимизировать свою работу. Этот блок будет неразрывно связан с решением вопросов импортозамещения в сельском хозяйстве, производстве строительных и отделочных материалов, приборов и оборудования. Задача 2015 года – разработать с учетом новых факторов обновленную редакцию долгосрочной стратегии социально-экономического развития республики, расширив горизонт планирования до 2030 года. Акцентирую внимание правительства на том, что данный документ должен базироваться на целях и задачах программы развития Республики Коми, документе, который составлен с учетом возможных трудностей. При этом подчеркиваю, мы не меняем своих целей и задач. Наша стратегия – стабильность и поступательное развитие, социальная защита нуждающихся в ней и максимально возможная поддержка тех, кто развивает экономику республики. Понимая, что сегодня важно объединять усилия всех уровней власти, всех общественных институтов, силы всех жителей республики, мы объявили в республике 2015 год годом патриотизма. Его первостепенная цель – сплотить людей в непростое время. Его реализация – отдельная задача для правительства республики. Коллеги, предлагаю также с особым вниманием подойти к празднованию в этом году 70-летия одного из наших самых патриотичных праздников – Дня Победы в Великой Отечественной войне. Считаю, что год патриотизма и юбилей нашей победы над фашистской Германией особо символичны именно сейчас, в нынешнее время. Пусть сейчас на нас оказывают давление, пытаются исказить историю, но за нами правда. В сложностях проявляется характер нашего народа, сплоченность и сила духа, наше умение собраться и плечом к плечу противостоять сложностям. И уверен, что мы преодолеем трудности и выйдем из них с новыми силами. История циклична, очарование спадов и подъемов экономики закономерно. И то, что сейчас происходит, было ожидаемо, и нет никаких сомнений. Трудные времена пройдут. Как говорится, переживали и не такое. Республика Коми – это земля, где соединились все национальности и культуры нашей страны и ряда стран зарубежья. И именно в этом наша сила и уникальность. Это наш самый ценный ресурс. Вспомним, что наши предки многонациональным составом подняли в суровом краю промышленность, наладили быт, обустроили все сферы жизни республики.
И моя семья, мои предки также принимали участие в этой общей, большой и трудной работе. Поэтому я абсолютно уверен, у нас есть все, чтобы в сложные времена не только не упасть, но и развиться, благодаря природному богатству и нашим людям. Но если экономика процесс управляемый, то народное согласие немыслимо без вклада в него каждого из нас. Как мы будем относиться друг к другу, к своему селу или городу, республике, от этого зависит наша сила. Сила народного согласия. Начинать нужно с изменений к лучшему лично для себя, в своем подъезде, во дворе, не дожидаясь кого-то другого. В таком подходе суть развития республики. Если делаешь что-то полезное для себя, тем самым вносишь частицу благополучия в жизнь республики и подаешь пример окружающим. Как отметил в своем декабрьском послании Федеральному собранию Владимир Владимирович Путин, сегодня мы видим, насколько активно и конструктивно проявляют себя граждане. Они не только ставят перед властью вопросы, но и сами участвуют в их решении, в решении проблем. Понимают, что от их личных усилий зависит многое. Воля, поступки и великодушие этих людей формируют бесценный социальный гражданский потенциал страны. Каждый, кто готов брать на себя ответственность, должен быть вовлечен в реализацию планов развития страны, конкретных регионов и муниципалитетов. Если государство и общество действуют в одной повестке, в атмосфере сотрудничества и доверия, это гарантия достижения успеха. В этой связи перед нами стоит очевидная цель – развивать все возможные формы поддержки инициатив людей в ТОСах, некоммерческих организациях, при реализации малых проектов. Опыт работы показал, что такие формы работы являются примером созидательной силы гражданской активности. Поэтому обращаюсь к руководству муниципалитетов с просьбой искать на местах инициативных людей и по максимуму предоставлять им возможность преображать свои дворы, села и города. Замечу, что ТОСы и малые проекты, работы в рамках социально ориентированных некоммерческих и бизнес-структур не единственные инструменты для реализации полезных дел. Плодотворная работа возможна в рамках решения сходов жителей. Есть потенциал в институте старост, который мы возрождаем. Существенный, пока не полностью раскрытый потенциал сосредоточен в государственно-частном партнерстве. Президент дал курс на упрощение ведения бизнеса, и это хорошая возможность проявить себя с пользой для общества и в бизнес-сфере. Приведу один пример. В конце прошлого года я посещал в Сыктывкаре Центр по предоставлению госуслуг в сфере соцзащиты населения по улице Тентюковской. В отремонтированном отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов я особо отметил адаптивную кухню, изготовленную в Сыктывкаре по спецзаказу специально для людей с ограниченными физическими возможностями. При этом в составе кухни из импортного оборудования была только автоматика. Дизайн, изготовление, сборка и монтаж выполнены в Республике Коми по образцам лучших мировых моделей адаптивной кухонной мебели. Массового производства такого оборудования в нашей стране нет. Это означает, что наши производители способны изучить мировой опыт и сделать собственный продукт не хуже импортных аналогов. Вот еще один вариант импортозамещения через механизмы ГЧП. Уверен, что нам все по силам. Нам нужно лишь правильно расставить приоритеты и в соответствии с ними посмотреть еще раз на наши бюджетные подходы. Необходимо провести жесткую работу по оптимизации бюджетных расходов и повышению их эффективности в сложных условиях. А это значит, что необходимо привлечь как можно более широкий круг общественности, представителей муниципального уровня власти, депутатские корпуса, к выработке решений по антикризисным мерам и обеспечению стабильного функционирования экономики и социальной сферы республики. Причем на всех этапах этой работы, начиная от открытого обсуждения принимаемых правительством решений перед их утверждением, до обязательного участия представителей общественности в конкурсных комиссиях при проведении государственных и муниципальных закупок. Добавлю ко всему сказанному, что в республике эффективность работы власти на всех уровнях будет обеспечиваться жестким ударом по коррупции. Наша совместная с силовым блоком работа по ее искоренению будет продолжена. В своем докладе я также хочу затронуть тему человеческих отношений. Считаю, что главная ценность во все времена, а в непростые тем более, это семья и близкие.
Призываю всех без исключения сконцентрироваться на этом. Чтобы сделать свою жизнь и жизнь своей семьи лучше, давайте обратим внимание на любовь и заботу друг о друге. Наша республика такая же большая семья, и все принципы человеческих взаимоотношений работают точно так же. Взаимовыручка, чувство локтя, оптимизм, стремление преодолеть сложности и выйти из них победителями – вот что сейчас всем нам необходимо. Подчеркиваю, несмотря ни на что, мы не откажемся от идеи, что наша республика – это республика новых возможностей. Весь наш труд будет подчинен этой задаче – делать жизнь в республике более комфортной и защищенной. Трудности требуют нового взгляда, поэтому еще один приоритет – это новые возможности для грамотных кадров проявить себя на службе республики. Прежде всего это касается нашей молодежи. Мы ждем вашего участия и советов. В этом контексте начатое обновление власти будет продолжено. Нам не нужны прилипшие к своим креслам чиновники, нам нужны профессионалы, владеющие ситуацией сейчас и способные мыслить на будущее. Нам нужна крепкая и мобильная команда, которая имеет свой взгляд, отличный от стереотипов. При этом хочу отметить, что мне не импонирует уже какая-то устоявшаяся формулировка команды Гайзера. Хотя в избирательных кампаниях она широко использовалась. Я отношу себя к большой команде, состоящей из моих коллег в органах госвласти, муниципального управления, из инициативных граждан, из рядовых жителей республики. Все мы, большая команда людей, единая команда республики, мы ее жители. Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, республика вплотную подошла к выборам народных представителей в Государственный совет Республики Коми и Советы муниципалитетов. Мы пойдем на них с программой развития региона, детально отражающей наши планы по всем сферам жизни республики и каждого муниципалитета. Акцентирую, что мы четко определили своим приоритетом безусловное обеспечение социальных обязательств. Человек, весь обширный комплекс его социальных интересов и потребностей останутся для государственной политики на первом месте. Человек является главным богатством республики. Коллеги, во время прошедшей кампании по выборам главы региона родилась программа развития республики, и она остается нашим приоритетом. Ни одну из ее целей мы не отменяем. Забегая вперед, взирая на грядущие выборы в представительные органы региона, отмечу, что, конечно же, любая избирательная кампания сопряжена с обещаниями, которые раздаются избирателям. Мы все это прекрасно понимаем. Как глава республики обозначу основную задачу по формированию нового состава Государственного совета республики и местных советов. Сегодня созидательное объединение людей, совпадение целей является исключительным гарантом единства власти и общества. Того, что делает нас одним народом, жителями региона и страны в целом. Поэтому призываю всех будущих участников избирательного процесса настроиться на созидательную работу. Нужно слушать и слышать людей, жителей республики. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Кужнем да буршут. Аття.